Открывая заседание Общественной палаты, секретарь Гуля Кичба отметила, что встреча с руководителями политических партий и общественных организаций инициирована Комиссией Общественной палаты по государственному строительству, местному самоуправлению и организации общественного диалога, которую возглавляет Эраст Агумава. О необходимости осуществления конституционно-правовых реформ, объективно назревших в нашей стране уже давно, говорили многие видные деятели Абхазии на протяжении последних десятилетий. По этой причине в разные годы были созданы конституционные комиссии, по итогам работы которых представлены проекты, разработанные специалистами в области конституционного права, общественными и политическими деятелями. Однако по сегодняшний день данные инициативы так и не получили практического решения. В этой связи именно реформа избирательного законодательства занимает одно из важнейших мест на пути к системным преобразованиям в стране. Нет никаких сомнений в том, что появление политических партий в высшем законодательном органе на этом этапе истории приведет нас к совершенно иной политической культуре, придаст важнейший импульс партийному строительству. А это значит, что мы сможем вскоре увидеть системную, программную, последовательную работу и подход к решению важнейших государственных задач. Юрист Томас Кецба, член комиссии Общественной палаты по созданию проекта реформы государственно-правовой системы, а также участник многих аналогичных рабочих групп, собиравшихся с той же целью в предыдущие годы. Он считает, что реформа необходима, но вряд ли будет одобрена парламентом. Новая избирательная система позволит нам модернизировать парламент, привлечь туда молодую политическую элиту, которая должна будет в конструктивном ключе двигать нашу республику вперед по развитию. Но по иронии судьбы, да, в обществе есть отдельные персонажи, отдельные граждане, но по иронии судьбы основным противником этого закона сегодня является парламент. Давайте вещи называть своими именами. Сегодня парламент действует сугубо, я имею в виду депутатов парламента, которые сегодня руководствуются эгоистическими интересами. Они прекрасно понимают, что в новой ситуации значительная часть, я не хочу сейчас называть цифры, прогнозы и так далее, но значительная часть из них по новому избирательному кодексу вряд ли попадет в этот парламент. И это будет справедливо. Виталий Габния, председатель политической партии АПСНы, поддержал идею перехода на смешанную систему и как вариант предложил принять эти изменения с отсрочкой исполнения. Ответ на вопрос, нужна ли нам реформа, она нам жизненно нужна. Это вопрос выживания нашего государства, это вопрос нашего будущего. Это вопрос становления нас как нации. Все остальное, в частности, их действительно много, от объективных до субъективных. Теперь, если говорить о нежелании действующих депутатов парламента, я скажу, что в худшем для нашего общества и государства планах можно было бы принять этот закон с отсрочкой, который вступит через один срок, но им лично ничего не грозящим. Но в этом случае мы должны для себя понимать, что мы теряем очередные 5 лет и сегодняшние 2 года. А я боюсь, что этого времени у нас просто может не быть. Председатель партии Айтайра Леонид Лакербая поддерживает идею реформирования избирательной системы, но не к следующим парламентским выборам, которые пройдут весной 2027 года. Я считаю, что это делать надо. Но есть один очень серьезный момент. А мы что, уверены, что наша партийно-политическая система настолько отработана и совершенна, что прям готовы сегодня проводить вот эти выборы текущие? А есть у меня очень серьезные опасения, что в свете последних событий, которые есть, кое-какие скоророжденные партии станут приоритетными по разным причинам. Я сейчас даже не хочу говорить, о чем идет речь. И та реформа, которая дальше протекает, там говорится о том, что победившая партия там чуть ли не формирует руководство парламента и правительство и так далее. У меня в этом плане очень серьезные есть опасения. То есть я как считаю, вот несмотря на то, что Виталий сказал, что можно сдвинуть, но это потеря времени, я не считаю, что это потеря времени. Я считаю, что надо укрепить партийную систему. Менять систему кардинально сейчас, когда у нас кроме партийной жизни движется только по заявлениям исключительно. И ничем больше. Эта партийная жизнь не может обеспечить то, о чем мы говорим.
Аналогичную точку зрения выразил Нугзар Ашуба, председатель общественной организации Абзанхара и член партии Амцахара. Также он обратился к авторам проекта реформы с просьбой не увеличивать количество депутатов. Наша партийная система и сейчас может выставлять 2/3 наших округов своих кандидатов и поддерживать их может. Это в законе последнем, если я не ошибаюсь, я просто давно этот закон не смотрю, к моему счастью, такое было. Но, к великому сожалению, я не хотел ни в коем образом, здесь много руководителей партии их оскорблять, и тем более не собираюсь. У нас сегодня еще очень несовершенная партийная система. Очень несовершенная. Бросив завтра вот такую кость, получим ли мы то, что мы хотим. Единственное, о чем я очень хотел бы попросить и вас, и других, количество депутатов увеличивать не нужно. Не нужно. Итак, мы все раздули. Мы из бюджета 11 миллиардов рублей, 3,5-4 миллиарда мы кормим парламент, мы кормим власть, а эффект от того, что мы столько отдаем, нет. Член Высшего совета ветеранской общественной организации АРУ Тимур Надарая выразил противоположную мысль. Только участие в выборах способно по-настоящему возродить жизнь в политических партиях. Мои коллеги, сейчас старшие, говорили о том, что наши партии не готовы. Наши партии никогда не будут готовы, если мы не будем делать их парламентскими. Просто провести выборы по смешанной системе без перераспределения полномочий тоже неэффективно. Я прекрасно понимаю этих ребят, сама из вас, которые собрались, хотя бы просят нас один шаг сделать. Ну, хотя бы вот по смешанной системе пойти, а потом там и перераспределение, и дальше, вот все. Ну, хотя бы за 30 лет сделать один шаг. Они просто уже молят нас об этом. Ну, когда партии, там есть за партиями люди стоят, слушайте, какая-то политическая мысль стоит, какая-то философская мысль стоит, идея стоит. Ну, кто такой мажоритарий один по себе? Вот я извиняюсь, я вроде 30 лет занимаюсь политикой, и когда вот нынешний парламент избрали, я понял, что, оказывается, я не занимаюсь политикой, я вообще в этом ничего не понимаю, потому что половина депутатов я не знал. То есть они на уровне местечковых, никогда не высказывались по политическим каким-то известным общественным нашим делам, не высказывали своего мнения. Их там хорошие ребята, их знают во дворе, на местности, они выдвинулись, их улица поддержала, они стали депутатами парламента. Ну, не всех, конечно. Председатель Народной партии Абхазии Шамиль Адзенба поддержал переход на смешанную систему уже к следующим выборам в Народное собрание. Мы всячески поддерживаем этот законопроект за пропорционально-мажоритарную систему. Мы это часто обсуждали. С 2011 года имею личный большой опыт участия, как я пришел в политику, избираясь сначала вице-президентом, ну и так далее, много циклов. Все говорили про эту систему. Как только побеждают, садятся в кресло, все это забывается. Очень жаль, мы много времени потеряли. Что это нам даст? Панацея ли это? Конечно, нет. Но это запустит хорошие позитивные процессы. Какие? Только внутри партии появляются политики. Внутрипартийной конкуренции и межпартийной конкуренции. И мы уведем нынешние процессы, которые превратили политику в драку за кресло президента или депутата, приведем к какой-то идеологическое противостояние, идеологической какой-то конкуренции, формы, совсем будет все по-другому. Более того, сделали через год-два, ничего не получилось, так не работает. Пятилетний цикл прошел, сели, подумали, что подрихтовать, что добавить, что убавить, прибавить ли депутатов, уменьшить ли их количество. Нужна ли вторая там, палата верхняя, это все покажет время. 5 лет, это мы 32 года, извините, за мой профукаешь. Все остальные руководители или представители партий и общественных организаций, присутствовавшие на встрече, включая партии «Единая Абхазия», «Эра», «Амцахара», «Акзара» и общественную организацию «Абхазское народное движение», высказались в поддержку перехода на пропорционально-мажоритарную систему до 2027 года. Все мы едины в том, что действующая политическая система в нынешних условиях, она как бы, знаете, начала давать сбой, так мягко говоря. Поэтому изменения необходимы. В этом все едины. А вот какие изменения, как это делать, конечно,
здесь у каждого свое мнение, и прийти к единому мнению будет очень сложно. Вот политическая воля заключается в том, чтобы избрать из всей этой массы мнений то, что наиболее сегодня, так сказать, приемлемо и возможно. Если мы постоянно будем откладывать, значит, переход на какую-то новую систему из года в год и рассчитывать на то, что вот мы, знаете, созреем для чего-то, то мы так и останемся на этом уровне, никогда ни для чего не созреем. По итогам встречи члены Общественной палаты, руководители партий и организаций приняли совместное заявление. В нем сказано, что переход на новую избирательную систему рассматривается подписантами как важнейший шаг к созданию условий для здоровой политической конкуренции, укрепления партийного строительства и формирования новой политической культуры. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.